Эфирде саба программасы достар ве біз бұтын ватандашларымызға да бір керек хайырлы сабалар тілейміз. Мультфильмні сейреттік, демекі балачықлар әнді еменлікнен мектепке yol ала білелер. Бізім студиямызда болынған инсанлар есе бүгін мектепке біраз кеч қаладжақлар. Evet sayılı dostlar, енді Леля айтқанынан аңладыңыз, студиямызда балачықлар болынмақта. Оларнен ойын ақында субет етежеміз, ве әлбетте субет бұне, олар бізге өзлері ойынны бағышлажақлар. Оларны шынды сізге тақдим етеміз. Біздің студиямызда Нефес ансамблінің кичік ойыншылары София Масичук ве Ильгизар Мухтасипов ве Софияның бабасы Александр Масичук. Салям алейкум, хош келдіңіз студиямызға. Салям алейкум. Ребят, как дела? Расскажите, как дела, Софиешка? Нормально. Нормально? Тяжело было проснуться утром? Немножко. Да? Привыкла так рано просыпаться? Да. Потому что в школу ходить? Да. Правильно? А сегодня ты пойдешь в школу или для тебя сегодня выходной? Пойду. Идешь? Опоздаешь только немножко. Ильгизар, а ты сегодня пойдешь в школу? Нет. Нет, для тебя сегодня выходной. Да. Ты уже какой класс? 4. 4 класс, можно уже не идти. Со скольки лет ты танцуешь в Нефесе, София? Почти с 3 лет. То есть ты такая маленькая и уже танцевала? Да. Александр, расскажите, как началось увлечение с танцами в вашей семье? София, так сказать, первооткрывательница в вашей семье или же кто-то занимался уже танцами? Нет, она у нас первая пошла на танцы. Нас как бы пригласили на концерт в Каменку. Тогда еще был ансамбль фест, мы еще не участвовали там. И она пошла как бы туда, мы посмотрели концерт. И потом нам предложили, и мы туда начали как бы ходить, заниматься. Ребенку вроде понравилось, ну и занимаемся на сегодняшний день. Тяжело ли было? Вот 3 годика, это же совсем еще маленький ребенок. То есть она сама осознавала то, что вот насколько важно то, чем она занимается, и как важно правильно вести себя на этих репетициях. Ну, я думаю, первое время нет, как бы, а потом уже со временем потихонечку начала. Сначала баловалась, игралась, на нее преподаватель иногда кричали, ну, потом начала потихонечку себя вести нормально. Ильгизар, расскажи, со скольки лет ты в Нефесе? С 4. То есть ты еще тоже совсем маленьким пришел? Да. А сейчас тебе уже 10. 6 лет уже занимаешься танцами. Да. Какие танцы больше любишь? Казанский, Ахмеджит. А какие танцы вообще танцуете? Казанский, Ахмеджит и иногда Чубан. Сегодня на вас такие красивые наряды. Это казанские наряды, да? Да. Национальные. Значит, сегодня вы будете танцевать казанский танец. Да. Да. А кто ваш руководитель? Эльвира Серверовна. Она вам нравится? Расскажите. Да. Да? Ругает ли она вас на репетициях? Иногда. Иногда. Когда заслужили, наверное. Да. В каких конкурсах участвовали? Я танцевала в Москве и получила 1 место. Александр, расскажите, что за конкурс? Там в Москве у них конкурс был «Белый кит», да, вроде бы, если я не ошибаюсь. У них было выступление, они как солисты были, плюс и групповое, как бы, они были выступления. Вот они за солистов взяли 1 место. И их там 5 или 6 солистов, да, у вас 1 места взяли в Москве. Как бы, и, ну так. Машаллах. Волновались перед выступлением? Нет. Нет, не страшно было? Совсем-совсем? Молодцы, это главное. Были ли еще какие-то конкурсы? Да, ну, как бы они ездили у нас в Черноморское здесь по Крыму, в Бахчисарае они выступали, много у них выезжают они на благотворительные концерты, у них делают, как бы. Очень интересно. Ильгизар, расскажи, ты тоже, Софиешка, участвовал в конкурсах или же ты еще и без нее где-то танцевал? Я без нее тоже танцевал. А где танцевал, расскажи. В Москве тогда еще Казанского не было. В Москве танцевал тоже вроде в Черноморском. И много раз танцевали в клубе. Где больше всего понравилось? В Москве, В наверное. Москве, да. А почему? Я не волновалась совсем, там было не страшно. Там было жюри и люди.
Жюри оценивали. Молодцы. А есть ли у вас какой-то любимый танцор, кумир? Наверное, Кто ваш больше всего? руководитель. Да. Да. Расскажите, как вы занимаетесь на репетициях? Что танцуете, как разминаетесь? Мы танцуем татарские танцы. У меня есть узбекский танец сольный. Еще какие танцы? В группе какие танцы танцуете? Цыганский танцуете, да? Да, цыганские танцы. А какой твой самый любимый? Вот Ильгизар сказал, что у тебя казанский, да, самый любимый? А у тебя какой самый любимый танец? У меня самый любимый танец это узбекский. А почему он тебе нравится? Расскажи. Потому что мне нравится платье. Мне нравится какие движения. А кто вам шьет такие красивые костюмы? Наверное, все Там же и помогают по выдают. чуть-чуть. Нет? Нет. А костюмы Ну, у них это свои не или- важно, да? Ну, костюмы как бы руководители, получается. Они организовывают все это мероприятие, а там уже А, и родители, и руководители, получается, вместе, совместно. К какому сейчас выступлению вы готовитесь? Где будете танцевать в ближайшее время? Ну, кроме нашей сцены, конечно. Готовитесь В к какому-то ближайшее мероприятию? время Да. в 29-го в клубе. Что это будет? Это, наверное, новогоднее представление будет. Да. Да. Да? И что там будете танцевать? Не знаем еще. А, вы еще не знаете. А, Ильгизар, кажется, знает. Немножко. Ну ладно, это будет сюрпризом. Да. Да? а современные танцы, хип-хоп, брейк-дэнс, любите танцевать? Не пробовали еще? Нет. Или такое не нравится? Мы в нашем клубе только народные танцуем. А, только народный. Очень интересно. Расскажите, а чем вы любите заниматься в свободное время, София? Есть ли у тебя вообще свободное время? Потому что ты и в школу ходишь, и на танцы ходишь. Ну, немножко. Немножко? Ну что ты делаешь? Ну, В компьютер поиграть есть время? нет, у меня Нет? нет компьютера. Ага, очень хорошо. Значит, современными играми компьютерными ты еще не увлекаешься. Это правильно. Я иногда пытаюсь рисовать, но у меня немножко не получается. Ну, это дело времени. Главное, чтобы было желание, да, и ты еще всему научишься. Эльгизара, что ты делаешь в свободное время? Игра в компьютер уже. У тебя есть компьютер, да? Да. Расскажите, а кем хотите стать, когда вырастете? Я хочу стать... Танцовщицей, наверное. Эльгизара, ты Тоже. тоже Да. танцором хочешь? Да. Александр, как вы считаете, хотели бы, чтобы вот ваш ребенок связал в будущем свою жизнь с искусством, со сценой? Ну, я думаю, если ей будет это по душе, и ей будет нравиться, я думаю, это будет правильно. Главное, чтобы было желание. Чох сағын, что сегодня пришли. Ребят, мы от вас ждем еще один подарочек, музыкальный ваш подарочек, ваш танец. Мы вам желаем, конечно же, успехов, желаем, чтобы все ваши мечты осуществились, побольше вам интересных конкурсов, интересных выступлений и, конечно же, на всех конкурсах мы вам желаем занимать только первые места. А сейчас вы можете передать привет своим одноклассникам и нашим телезрителям. Смотрят сейчас ваши одноклассники, ваши учителя вас? Да. Как думаете? Как зовут учительницу? Надирея Базировна. Давай передадим ей привет вместе. Вот в ту камеру смотрим. Скажи, Надия Базировна, селям алейкум. Селям алейкум. Эльгизар, а ты хочешь кому-то передать привет? Кто тебя сейчас смотрит в прямом эфире? Думаю, мама. Передай маме привет. Мам, привет. Молодцы, Александр. И, конечно, ваши пожелания телезрителям. Почаще приходить на концерты ансамбля «Нефест». Ну и удачи всем. Чок сағылыңыз.
Böylece sayılı dostlar, Millet Telekanalından ayrılmаңыз ve bir kaç dakikadan bizim musafirlerimiz Safiye ve İlgizar sizge acayip oyunu bağışlayacaklar. Şimdi kısa bir teneffüs yapamız, ondan sonra bir dakikadan bu stüdyada canlı efirde oyununu seyretemiz.